Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие наши братья и сестры, сегодня, в этот пятничный благословенный день, в главной мечети нашей страны, в присутствии духовного лидера мусульман России, муфти шейха Равиля Гайнуддина, состоится церемония награждения медалью мусульман России за заслуги нашего дорогого юного брата, который сделал героический подвиг. Мы все видели то, что неделю назад у нас прошла трагедия, был совершен террористический акт, и молодой наш Ислам Халилов сделал подвиг, вывел более 100 человек из здания, где террористы пытались убивать невинных людей. И сегодня в этом зале, иншаллах, пройдет церемония награждения. Сегодня также в нашем зале присутствуют многоуважаемые наши олимпийские чемпионы, которые также показывают и заслуживают тоже высоких оценок всего нашего сообщества. Среди них сегодня с нами Гацалов Хаджимурат Салтанович, Евлоев Муса Геланевич, Батыргазиев Альберт Ханбулатович, Угуев Заур Резванович, Гайдаров Гайдар Зайрудинович. Это известные наши борцы, спортсмены, которые также сегодня в этот пятничный день приехали вместе с нами наградить нашего дорогого брата в исламе. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Аля нигматил иман. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Аля нигматил ислам. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Аля нигматил Кур'ан. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Дорогие мои братья и сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение. Сегодня священная джумга нашего благословенного месяца Рамадан. Этот день для мусульман является благословенным и праздничным. Но вечером прошлой пятницы, прошлого джумга, мы все вечером были потрясены теми новостями, сообщениями с Крокус-Сити-Холла. И мы увидели вместе с вами страшнейшие кадры расстрела безоружных, мирных граждан, среди которых были и те, которые соблюдали уразу, пост, сделали разговение и зашли в зал.
И эти наши мусульмане, они тоже погибли. И эти наши мусульмане, они тоже, как и другие народы, представители других религий, получили ранения и попали в больницы. Мы испытали чудовищное горе, чудовищную трагедию. Это был страшнейший террористический акт ублюдков. Тех, кто не может считать себя верующим, какой бы нации они ни были, какого вероисповедания они не были, или вообще не исповедовали никакую религию, они являются убийцами. Разве можно за 250 тысяч рублей, за такое вознаграждение и обещанное еще 250 тысяч рублей, в итоге за 500 000 рублей убивать, расстреливать, резать горло 40 безоружных людей? Разве верующий может сделать такое? Эти люди, напичкав себя наркотиками в этот благословенный месяц Рамадан, пошли, не осознавая, что они совершают, убивать и убивать кого угодно, кто бы ни попал, убивать их, проливать их кровь. Дорогие мои братья и сестры, и когда расстреливают людей, каждый пытается спасать свою жизнь. Убегать, спрятаться. Но мало тех людей, которые, не спасая свою жизнь, пытаются спасать жизнь других. И вот одним из таких смелых, самоотверженных людей оказался и наш молодой мусульманин, наш молодой брат Ислам Халилов, который стоит перед вами сегодня. Я возношу свои молитвы со словами «Аллаху Акбар». Аллах велик, что создал таких людей, которые идут на самопожертвование, а не на само спасение. И Он смог это сделать. Он, работая для того, чтобы помочь своей семье, а здесь есть его отец, его младший брат, он в средний в их семье, и его дед, они сегодня пришли к нам. И мы говорим им слова благодарности за воспитание в их семье такого смелого, молодого нашего героя. Вы знаете, я только что молодому нашему брату Исламу сказал, 19 марта 2008 года родился
мой внук. Его зовут Абдуль-Карим. Ему посчастливилось родиться в тот год, в день рождения нашего пророка Мухаммада Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям. И его отец Тахир, позвонив мне и моей супруге, жене, говорит: в день Маулида родился ваш внук, поздравляю вас. Вот моему старшему внуку исполнилось 16 лет, а вот моему молодому брату Исламу исполнилось 15 лет. И вот как моему внуку, молодым ребятам, подросткам, поступок ислама является примером. Я горжусь тем, что у нас в России растут именно такие молодые ребята, которые будут показывать своим примером пример для других. Сау бол, саламат бол, имин бол. Аллах рахмат айласын үзіңе. Аллах рахмат қылған изге ғамалыңа сауап білән әжірін насип қылсын. Иншалла бүләкнің, хәдиенің иң ұлығысын Аллах табарака ва тағала үз хузурында, джаннатында насип айласын. Дорогие мои братья, Аллаху Акбар, дорогие мои братья, тот, кто не может быть благодарен человеку, не может быть благодарен своему Создателю, Творцу Аллаху. Мы должны быть благодарны тем, кто готов отдать свою жизнь ради спасения других. И вот я перед вами хочу вручить высокую нашу награду, медаль мусульман Российской Федерации за заслуги исламу, нашему брату. Указ Духовного управления мусульман Российской Федерации. За проявленные качества исламской нравственности, храбрость, самоотверженность, человеколюбие и ответственность во время спасения людей от бесчестия террористов в киноконцертном зале Крокус Сити Холл 22 марта 2024 года в Москве наградить медалью мусульман России за заслуги Халилова Ислама Бахтиёровича. Официальный туроператор по хаджу и умре «Муслим Тур» Духовного управления мусульман Российской Федерации вручает также семье подарочный сертификат на поездку в Умру, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Среди уммы Мухаммада саллаху алейхи вассалям. Альхамдулиллах, все по воле Аллаха, мы здесь все собрались. Хотел бы сказать несколько слов по поводу трагедии в Крокус Сити Холл. Не только я являюсь героем,
кто находился на смене, другие тоже ребята-герои, все помогали как могли. Ну и, конечно, хотел бы обратить внимание и дать благодарство другим ребятам, кыргызам, которые тоже помогали всем как могли. Помним, скорбим погибших и будем молиться поскорее, чтобы выздоровели те, кто находится в больнице. Отдельное благодарство хотел бы выделить, сказать огромное спасибо нашему муфти Равилю Гайнуддинову. Огромное спасибо за то, что он меня вознаградил медалью благодарства. Дорогие мои братья и сестры, мы сегодня смогли наградить нашего брата Ислама Халилова, но награда еще ждет Артема Донского, молодого парня, который также проявил героизм и спасал жизни людей. Он сегодня не смог прийти, но награда ему также будет вручена, иншаллах. И это награда от имени мусульман за смелость, за человечность, за его заслуги перед нашим обществом, перед нашим народом, перед нашей страной. Сейчас ислам сказал, кыргызы, они наши граждане. Ислам – гражданин Российской Федерации, как и его родственники, родители. И таких, которые спасали людей, было много. Поэтому мы сегодня возносим молитвы Всевышнему Аллаху вознаградить их всех. А также среди погибших есть и мусульмане, и не мусульмане, представители разных религий. Те, которые находятся в больницах, есть представители разных народов и религий. Мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы такая трагедия больше не коснулась нас. Больше не было таких трагедий, таких кровопролитий. И дай Аллах мира всему нашему народу, всему нашему Отечеству, стране и всему миру, всем странам. Аминь, я Раббаль Алямин. Аминь. Благодарим вас всех, дорогие братья, за поддержку.